Глава региона продолжает инспектировать возводимые и уже действующие объекты здравоохранения и образования. Махмуд Али Калиматов осмотрел ряд социальных учреждений Сунжинского, Джейракского районов. В их числе 2 школы в сельских поселениях Троицкая и Галашки и Джейракская районная больница. Все подробности в репортаже. Школа номер 2 сельского поселения Троицкая построена в 1961 году. Учебное заведение рассчитано на 320 посадочных мест. В настоящее время в ней обучается более 1000 учащихся в 2 смены. Острую нехватку кабинета для проведения занятий руководство решает путем переоборудования комнат, не предназначенных для этого. Таким образом, школа уже лишилась столовой, подсобных помещений, административных кабинетов, необходимых для организации работы учреждения. Помещение маленькое, а количество учащихся растет с каждым днем. У нас даже 3, у нас подвесная смена между 2 сменами. У нас актового зала нету, спортзала нету, столовой нету. А вот этот рядом не спортзал? Это спортзал, он старый, там не приспособлен он. По мнению руководителя региона, за счет высокого уровня капитального строительства данных сооружений, очевидна их пригодность для осуществления полноценного учебного процесса при условии грамотной реконструкции и решения спектра проблем, связанных с имущественным износом. Нравится учиться вам? Да. Нравится? Да. Какие счастливые дети, а? А школа у вас хорошая? Да. А учительница? Да. А классы не полные? У нас есть классы, где количество детей даже до 30 доходит. Есть классы, где поменьше. Здесь необходимо проведение работ по замене всей отопительной системы школ, электрической проводки, трансформаторов, санузлов, дверей, полов, кровли, ограждение по периметру, крылец, окон, учебной и служебной мебели, ремонт лестничных маршей, водозаборных ям, очистных сооружений, спортивных залов и обновление фасадов. Что вы проходите? У нас банковское дело. Банковское дело? На всех банках надзорный орган кто? Центробанк. Правильно. Разгрузить общеобразовательное учреждение в сельском поселении Троицкое планируется в рамках реализации нацпроекта образования. В 2021 году здесь должна появиться еще одна школа. Трудности с недостатком помещений испытывают и в школе сельского поселения Галашки, которая построена в 1973 году. Силами родителей учеников прямо в коридоре созданы 2 дополнительные классные комнаты. 1 класс занимается в полуподвальном помещении. Да? А где вентиляция должна быть? Здесь вообще не было. Никогда не было? Это в 76-м году построено. Да, нет, в 76 году надо вентиляцию делать. Не делали. Здесь нету, здесь не было. Нету, все, поднять, что здесь сделать. Потому что они здесь ничего не делали. Они стеклопакеты поставили, тяп-ляп. Детально изучив актуальное положение дел, глава Ингушетии поручил Кабмину республики проработать вопрос по приведению условий работы данных школ в соответствии с нормативами и потребностями. В ближайшее время ответственные лица должны представить предложение, включающее в себя проект расширения учебных пространств учреждений, либо путем строительства новых корпусов, либо перестройки имеющихся помещений, либо иным способом, наиболее оптимальным для решения поставленной задачи. А заключение есть какое-то исследование? Нет. Мы обращались неоднократно в министерство, правительство. Насчет котельной сколько раз мы обращались? Куда только мы не обращались. Нам же перезамывать надо. И у них есть дефектный акт? Есть. У них есть дефектный акт, потому что именно школы постройки позже 2010 года у всех были, я проверяла. Есть дефектный акт. Составили мы, все указали, вот и все проблемы. Козелек всегда был, когда построили еще? Да. И как в школу ввели, эксплуатацию. Когда пристроили, они его закрыли с той стороны, где вода должна была на ту сторону. А теперь она там гниет. Да, поэтому там средств появляется. В сельском поселении Галашки проблема будет решаться несколько иначе. Здание школы способно удовлетворить мощностные потребности жителей, если провести масштабные ремонтно-укрепительные и реконструктивные работы. Если бы учли бы, когда нацпроект был, когда вот они пришли нацпроект, заложили бы сюда не одну школу, а 3 школы, смотря по, так скажем, наперед. Средняя рождаемость, сколько детей, в перспективе можно было заложить идею, но надо в комплексе решать. Вот сейчас вот если брать в программу, я не знаю, как не вошла она в программу школы, почему она не прошла?
Не знаю. Но если брать вот эти классы, которые я видел, котельную брать, понимание есть. Но третий этаж, правильно, получается, здесь не достроишь. Вот. На какой-нибудь пристрой, если только с этого, там же одно крыло идет, вот это, да? А если еще здесь крыло достроить, там надо посмотреть. Можно, да? Но то, что мы обязательно, если будет возможность, сделаем это 100%. Но сегодня просто мы констатируем факт, что дети учатся, у вас увеличиваются учащиеся, расширяться да, не могут дети сидеть в коридоре, вот эти 2 класса, которые сделаны через картон. Выход из положения. Джейрахская районная больница на 115 коек с поликлиникой на 100 посещений в смену, которая стала следующим пунктом рабочей поездки Махмуда Али Калиматова, построена и введена в эксплуатацию сравнительно недавно, в 2013 году. Но здание медучреждения уже нуждается в капитальном ремонте в связи с появлением трещин в несущих конструкциях сооружения, которые ведут к риску возникновения чрезвычайной ситуации. Также в больнице с момента открытия не функционируют очистные сооружения. Идет разрушение несущих монолитных железобетонных балок каркаса, расположенных по осям в уровне покрытия подвального этажа. Построили в декабре 2013 года. 11 начали, 13 закончили. Да. Очистные где? Очистные тоже за воротами. Вот как раз вагончик стоит. Они работают почему? Они не работали у нас. Почему? Потому что до конца не доделали. Насос жгла. Я чтобы отсюда издалека хочу выскочить. И мы сделали яму, поставили эти кольца, все сделали, и все туда сейчас. 38 кубов. Герметичность в чем? Там у нас стоят еще, вот, кое-что там работает. Что? Не все, но работает. Отстойники, пластмассовые полностью. Вода проникает в шахту лифта, обнаруживаются многочисленные места проседания отмостков по периметру здания в блоках ввиду отсутствия дренажной системы. Все вопросы, связанные с некачественной реализацией проекта, будут адресованы директору подрядной организации РЗИ Ахмеду Алиеву. Напомним, объект возведен в рамках реализации ФЦП «Социально-экономическое развитие республики» на 2010-2016 годы. Сметная стоимость составила более 346 миллионов рублей. Все эти средства подрядчик освоил в полном объеме. Здесь никогда машина не проходила. Если там просачивается и уходит, она в грунты уходит, с грунтов уходит туда. Вы просто единственное место экологически чистое. Губите. Она метик мычи. О, хоза метик мычи. Здесь же он сейчас с кружкой подошел, да попил, а сейчас да не попьешь. Отравишься. Здесь в больнице кроме этого есть вообще больница? Фельдшерский пункт есть? Сколько населения? Вообще в районе 3200 человек. 3200? Это же вот губительно это и все. Какая необходимость больницы здесь? Здесь получается типа санаторий, да? Это как реабилитационный центр больше. А не больница. Если бы его санаторий сделать, там я понимаю, а больница его называть. А сколько у вас год финансов? 52 миллиона. 52 миллиона. По итогам осмотра данного лечебного учреждения глава Ингушетии поручил направить в лечебное заведение группы экспертов, которым предстоит вынести заключение относительно дальнейшего пути развития больницы. Речь идет не только об анализе материально-технических условий и составлении дефектных актов, но и о функциональной составляющей деятельности больницы. Среди рассматриваемых вариантов – перепрофилирование учреждения. Хава Султыгова, Хусейн Гагиев, Юсуп Ханив, Рахман Цуров. Новости 24.